Еще раз доброе утро, Николай Андреевич. Заходи, Лиза. Ага. Вот тут у нас в моем кабинете собрались юные корреспонденты нашей школьной газеты. И надеемся, что из этих наших юнкоров некоторые ребята свяжут свою жизнь с журналистикой, блогерством. Да? Я сейчас представлю ребятам нашего гостя, нашего спикера. Прошу любить и жаловать, Николай Андреевич Барамыгин. Он является известным блогером в нашей республике. Также он является председателем комиссии по информационному сообществу, СМИ, массовым коммуникациям и имиджевой политике Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вон, видите, календарь у меня висит? Ага. Он, Николай Андреевич, там работает, в Общественной палате, трудится во благо населения нашей республики, то есть во благо вас, да, ребята, трудится. Так, Николай Андреевич, у нас сегодня тема, связанная с блогерством и журналистикой, да? Угу. Николай Андреевич, вам слово. Расскажите именно про вашу деятельность как блогера. Спасибо, Владислав Витальевич. Ага. Ну вот, как уже Владислав Витальевич отметил, мы с ним вместе работали в Общественной палате Республики Саха-Якутия. Ага, вот, я был очень признателен ему за приглашение на встречу с вами. Вот, и давайте построим работу таким образом, что я вначале коротко выступлю. Ага, ну, как сказал Владислав Витальевич, у нас где-то 40 минут на общение, поэтому и перейдем на ответы на вопросы. Такой формат, я думаю, будет наиболее такой правильный в этих условиях. Ну, вы все прекрасно знаете, не мне вам объяснять, что, кто такой блогер. Блогер – это тот, который ведет свой блог и постоянно публикует в интернете различные информации, заметки, видео и так далее. Ну вот я сам человек старшего среднего возраста, вот мне в этом году исполнилось 58 лет. Я, наверное, где-то ровесник ваших дедушек и бабушек. Вот. Но так получилось, что в далеком 2009 году я работал в Алмаз-Эрген-банке, крупнейшем банке Республики Саха-Якутия. Вот. И там мои молодые коллеги научили меня, как пользоваться социальными сетями. То есть до этого я был чисто пользователем, но не публиковал ничего. Вот, и после того, как я в 2009 году зашел в социальные сети, там, ну, как сейчас, как вы знаете, компания Мета признана экстремистской, и вот Facebook, Instagram запрещены. Вот, но тогда я зашел в Facebook. Ага. Вначале начал заниматься Фейсбуком, потом зашел в ВКонтакте, потом в Одноклассники, потом в Инстаграм. Вот, и в 2014 году меня пригласили быть автором дневников на Якутру. Якутру это был крупнейший сайт новостной, там универсальный такой портал якутского интернета. И там были бесплатные дневники. То есть можно было совершенно бесплатно публиковать свои посты. Вот за это они денег не брали. Вот, и я начал публиковаться в дневниках, и с течением определенного времени я набрал достаточно большое количество просмотров. Но подписчиков у меня было немного. Вот, где-то 450 там. Вот, и в 2013 году у меня сын, ему сейчас 17 лет, но он, наверное, чуть вас постарше. Вот, когда ему было 8 лет, он меня научил, что такое YouTube. YouTube. То есть я как бы не знал, потому что я человек такого поколения предыдущего. Вот, и получается, я все время учусь вот у молодых, у подрастающего поколения. Вот, и этот сын меня научил, как заниматься в YouTube, как заливать и так далее. Вот, но что касается вот самого
блогерства, да. Ну, многие пишут, что надо иметь определенную конкретную тему, о чем писать. То есть обо всем понемножку писать смысла нет, потому что никто вас тогда читать не будет, если вы будете сегодня об этом, завтра о другом, послезавтра о третьем и так далее. Поэтому у меня в основном в публикациях тема это вот жизнь нашей республики. Плюс к этому вот я в 90-х годах 7 лет работал в представительстве Республики Саха-Якутия в Японии. Вот 7 лет жил в Японии. В прошлом году генеральный консул Японии в Хабаровске госпожа Фурута вручила мне почетную грамоту министра иностранных дел Японии за вклад в развитие российско-японских связей. Вот поэтому вторая тема у меня – это связи с Японией. То есть получается то, чем я владею. Да? Вот, и это, во-первых. Во-вторых, вот, например, когда ты начинаешь блогерствовать, понятно, что ты никому не известен, поэтому не надо ждать, что, вот, например, сразу выстрелит. Ну, хотя, конечно, может быть так. Вот, помните, в этом Панда Саха в ТикТоке был вот, блогер из республики. Вот он практически сразу начал получать миллионные просмотры в ТикТоке, потому что он публиковал короткие ролики о том, как, например, там, человек колет лед, заносит, лед тает, и там он кипятит чай в чайнике. Ну, это вот, например, для мировых зрителей это дико же, то есть, что вот лед заносят, он тает, из него делают воду и кипятят чай. Нигде в мире нету, только у нас есть. Ага. Вот, и этот ролик выстрелил, и он сразу набрал миллионы просмотров. Вот, и или, например, можно более такие узкие темы взять. Вот, например, у нас есть известный YouTube-блогер, вот у него канал «Клевая рыбалка», Вячеслав Бродников. Он сам жил в Жиганске. Жиганск – это то же самое, вот как Абыйский улус, Жиганский улус. Это далеко от центра, живет в лесотундре. Вот, и он являлся работником леспромхоза, и по своему роду деятельности часто был на природе. И начал публиковать ролики о том, как он рыбачит в Жиганске. И оказывается, что вот в центральной России, там в других регионах России и за рубежом таких вот рыб, как у нас, нет. И его ролики тоже набирали миллионные просмотры, у него около 500 тысяч подписчиков в YouTube. Вот, то есть, еще раз подытоживая, главное, надо выбрать тему. Тема должна быть, которую вы знаете, тема должна быть понятна, и тема должна быть какая-то, вот, например, какая-то изюминка должна быть в этой теме. Вот. Во-вторых, надо выбрать платформу. Потому что после того, как сейчас запретили некоторые социальные сети, вот люди пытаются перейти, например, в Telegram. Но Telegram это совершенно другая аудитория, совершенно другой формат, совершенно другие правила. Я вот тоже, у меня в Telegram есть свой канал, но там вот у меня выстрелил мой градусник. Я еще что делаю? Да? Я вот каждое утро в этом ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме выставляю градусник. До этого я выставлял их вот в запрещенных Фейсбуке и Инстаграме. Вот. И в Телеграм этот градусник почему-то выстрелил. Набирает каждый день порядка 3000 просмотров. Ага. Ну, хотя, конечно, для некоторых может быть мало, но для меня, я думаю, нормально. Потому что я не претендую. Вот. И второе, как я уже сказал, это платформа. Вот и платформа, вот, например, раньше я публиковался в дневниках, а дневники вот я закрыл, да? Поэтому я как-то предчувствовал, что могут быть различные проблемы, поэтому 2 года назад открыл свой сайт nickbara.ru. Ну вот Владислав Витальевич знает, он подскажет, да, этот адрес моего сайта. Там я печатаю, публикую свой блог различные, в принципе, то же самое, что я раньше публиковал в дневниках. Сейчас где-то набирает под 1000 просмотров каждый день, каждый мой пост под 1000 просмотров. Вот, и но там, видите, это мой личный сайт,
То есть надо платить за хостинг, надо платить за трафик, надо платить за плагины, надо платить за это. То есть получается, вот платформа, она сразу подразумевает, или вы согласны платить деньги, да, и иметь свою собственную платформу, как я открыл сайт, или вы в бесплатной, или в социальных сетях публикуете, или публикуете в ну, таких типа дневников, очень много бесплатных хостингов, где можно публиковать свои блоги. Вот, то есть это важно, то есть вам надо определиться и решить. И тут надо понимать, что опыт запрещения социальных сетей в России показал, что часть аудитории не перейдет в случае, например, закрытия какой-то платформы, на другую платформу перейдут не все, то есть многие не перейдут. Вот, и в-третьих, в завершение вот я хотел бы подсказать вам, да, что вам надо знать и следить за изменениями российского законодательства. Потому что то, что вы публикуете в интернете, оно не имеет границ, его могут читать все. Ага. Вот если вы публикуете на русском языке, сейчас есть онлайн-переводчики, вот Google, например, да, которые позволяют легко их переводить на любые языки мира. Поэтому сейчас иногда даже, вот я думаю, нет смысла публиковать на разных языках. Есть смысл публиковать на русском. Русский язык занимает 4-е место в мире по распространенности в интернете. Но что касается вот распространенности в интернете, 1-е место занимает английский. Более 80% публикаций в интернете на английском языке. 10% занимает китайский язык. Вот все остальные языки мира занимают оставшиеся 10%. Ну, русский тоже занимает порядка 3-4%. Ага. Вот. Что касается нашего родного якутского языка, да, то есть поддержка якутского языка в клавиатуре Windows была достигнута в начале 2000-х годов. Сейчас, как вы знаете, вот Android тоже поддерживает наш язык, ага, поэтому можно публиковать и на якутском тоже. Но просто надо понимать, что, например, якутов в мире меньше 500 тысяч, вот из них где-то 30% не знает родного языка, то есть получается активных читателей может быть максимум 250-200 тысяч человек. Ага. То есть если вы, то есть не если вы, а если публикуете, то вы публикуете только вот на эту аудиторию. Это с учетом всех возрастов, не только молодежь, но и старшее поколение. Вот, то есть третье, вам надо знать российское законодательство, чтобы у вас не было проблем. То есть, что пишете, вы думаете. Всегда думайте, что пишете. Вот, я это понял вот в свое время, когда начал публиковаться в дневниках, там пришли комменты, я ответил, и ответил неправильно. Ага, и сразу на меня пошел накат хейтинга. Поэтому вот что публикуете, вы обязательно, что пишете, вы всегда думаете. И в-четвертых, что касается хейтеров. Как говорит мой сын, или как говорил мой сын, да, то есть если у человека появились хейтеры, которые вас активно ругают, это говорит о том, что вы кому-то интересны, что ваши публикации кого-то задевают. Ага. То есть, если вы не интересны, ваши публикации никого не задевают, никому не хочется свои эмоции высказать, это получается у вас нет хейтеров. Но зато вас никто не читает, понимаете? То есть поэтому надо, когда вы начинаете публиковать, да, вы должны понимать, что если вас начнут ругать, значит вы пишете что-то интересное. Ага. Вот это четвертое. Ну и в завершении вот я хотел бы сказать, что сейчас вот из оставшихся возможностей я, как я уже сказал, вот публикую посты у себя в блоге на сайте.
Потом по предложению первого президента Михаила Фомича Николаева мы открыли сайт об усадебном хозяйстве в Якутии. Там я ежедневно публикую разные советы, информации касательно ведения усадебного хозяйства, огородов и так далее. Да, там сельского хозяйства, там, для фермеров и тому подобное. Вот. И также я публикую ролики в YouTube. Вот была недавно информация, что YouTube тоже могут запретить, и поэтому я начал массово публиковать в день там по 5-6 роликов. Но на самом деле, как говорит мой сын, тоже видите, вот мой сын у меня этот как советник, да? Надо публиковать постоянно. То есть каждый день что-то публиковать, чтобы не прерывалось. Вот эта вот постоянность и стабильность. Хотя на самом деле вот в интернете, когда почитаешь, там рекомендуют, например, даже публиковать не каждый день, а там, например, публиковать раз в 3 дня там, или раз там, в 4 дня. Ну, и делать более такие насыщенные там информации, ролики и так далее. Но если информации много, и она различная, то есть, или, например, как я, то есть у меня нет много времени там заниматься вот этим созданием каких-то там роликов и так далее. Я просто беру факт из жизни и его выкладываю. То есть вот я, когда работал в общественной палате, там публиковал наши круглые столы, заседания, совещания. Недавно вот было по заготовке леса в верховьях Амги. Вот в общественной палате я тоже опубликовал видео этого заседания, 3,5 часа. Видео набрало около 2500 просмотров. То есть, для меня это нормально. Вот, наверное, как все. Я думаю, у вас уже начали возникать вопросы. Ага, пожалуйста. Спасибо, Николай Андреевич. Да, вы правы, у наших ребят возникли вопросы. Так, ага. Кто начнет? Какова роль блогеров в жизни общества? Вот, сейчас есть определенные вот блогеры, которые имеют многомиллионные аудитории в России и в мире. То есть, например, Ким Кардашьян, например, да, Ким Кардашьян, вот в Инстаграме она была, у нее там 5 миллионов там просмотров, то есть они могут влиять уже. То есть могут влиять на моду, могут влиять на культуру, могут влиять на различные процессы, там вот так далее. Вот, если взять, например, республику Саха-Якутия, вот раньше в запрещенном сейчас Инстаграме молодой общественник, ему около 30 лет, вот Петр Черкашин, публиковал в Инстаграме информации о своей деятельности общественной. То есть он там полку добра придумал, где можно оставлять продукты для неимущих и так далее в магазинах. Это он придумал. Вот. И он набрал где-то порядка 30 тысяч подписчиков в Инстаграме. И получилось таким образом, что вот эти 30 тысяч подписчиков, вроде немного, да, в мировом масштабе, но для Якутии 30 тысяч подписчиков это много. И вот эти 30 тысяч подписчиков помогли ему выиграть праймерис партии «Единая Россия». И он был выдвинут кандидатом в Государственную Думу на выборах в Государственную Думу прошлого года, вот, и занял 2-е место. То есть, понимаете, даже вот, может быть, в мире это маленькие цифры, да, но для нашей маленькой Якутии с населением около 1 миллиона иметь 30 тысяч подписчиков, это уже оказывает влияние. Угу. Так, пожалуйста, еще вопрос. Угу. Давайте. Ага, время. Да, задавайте. Как думаете, в связи с закрытием Инстаграма и Фейсбука блогеры потеряли свои доходы? Да, вот в интернете пишут, что аудитория у них резко упала до 90%, вот у них падение просмотров.
И плюс к этому многие компании, как вы смотрите в новостях, уходят и с российского рынка и сокращают рекламные бюджеты. Поэтому, конечно, вот у тех блогеров, которые раньше сидели на рекламе, у них ощутимое падение доходности. Ага. Вот, но тут надо понимать, что можно заходить в тот же Инстаграм и Фейсбук через VPN. Знаете же, да, VPN? Есть такая система, которая позволяет обходить блокировки. Ага. Вот, но не каждый может, и это все равно сложно. Это надо делать несколько лишних движений. Поэтому, вот, например, людям старшего возраста это достаточно сложно. То есть не просто зайти, так еще обойти блокировку. Поэтому, конечно, у них ощутимое падение. Так, пожалуйста. Давайте. Ага, задавайте. Ага. Блогер как журналист защищен законом или нет? Еще раз. Блогер. Блогер как журналист. То есть блогер, он находится, к счастью, в такой не совсем регулируемой зоне. Ага. Вот, но определенная ответственность у него тоже по закону имеется. Поэтому, как я уже сказал, то есть надо всегда думать, если вы публикуете, его будут читать не только ваши друзья, не только ваши родные, но еще те люди, которые, может быть, вам желают не добра, то есть добра вам не желают. Понимаете? Угу. И что касается вот любого блогера и так далее, то есть там есть определенный, если более 3000 просмотров набирает в день, то это уже считается средством массовой информации. То есть уже подпадаешь под закон о СМИ. Так, пожалуйста, вопросы? А наши якутские блогеры могут зарабатывать большие деньги, как другие российские блогеры? Ну, я уже сказал, вот, приводил пример. Вот у нас есть этот Владислав Бродников, у которого 500 тысяч подписчиков на YouTube. Он, в принципе, хорошо зарабатывает. И по непроверенной информации он уже уехал из Жиганска, сейчас уже живет не в Жиганске. Ага. Вот еще есть вот тоже блогеры-миллионники в YouTube, там Олесь Гончар есть в Нюрбе, вот, и так далее. Я думаю, они определенные средства уже зарабатывают. Ага. Но сейчас, видите, наступило новое время, поэтому, как я уже сказал, рекламные бюджеты всем сократили, потом YouTube запретил монетизацию контента в России. Поэтому сейчас, конечно, они уже не зарабатывают. Но что касается заработка, да, есть такая книга, вот автор Мартин Форд. Вы себе запишите. Ага. Называется «Роботы наступают». Вот вы обязательно прочитайте. Это вот про 4-ю промышленную революцию, про воздействие новых технологий на нашу жизнь. Вы обязательно должны знать ее. И там указано, что вот в этих цифровых технологиях, в том же блогерстве, да, зарабатывают всего 2%, до 2% пишущих. Понимаете? Остальные 98% они просто создают информационный шум, ну типа меня, да, то есть вот, что я есть, что я нет, особо в мире никто не это, да. Но, например, тут, как я уже сказал, если мы смотрим локально, вот на город Якутск, на республику Саха-Якутия, на Абыйский улус, то есть вот Белая гора, например, да, то есть вот, например, вы здесь можете быть местным инфлюенсером, хотя вы являетесь микроблогером, там, менее 10 тысяч подписчиков. Угу. Но о деньгах речи больших, это чтобы заработать хорошие деньги, это надо. Вот одна наша землячка живет в Китае, публикует ролики в YouTube на английском языке. Вот, из-за того, что она публикует на английском языке, ее ролики набирают там миллионные просмотры. Она что-то зарабатывает. Но в Китае тоже, видите, YouTube, он не разрешается, поэтому вот не знаю, как она там работает. Но
я думаю, в ней какие-то доходы есть. Мгм. Так, пожалуйста. Так, Лиза. Какую экшн-камеру вы бы посоветовали для начинающего блогера, чтобы снять красоту природы, рыбалку? Ну, тут я не особо специалист, и потом все-таки я не сторонник, например, больших затрат сразу, да, то есть, например. Хотя, с другой стороны, да, вот есть два подхода, наверное. То есть я купил китайскую акшн-камеру, вот, но она такая все-таки не очень хорошая, оказывается. И качество съемки у телефона, например, у меня Samsung A51, вот он почему-то лучше снимает, чем вот эта акшн-камера. Ага. Поэтому вот мне кажется, что на первое время для начала мобильного телефона, вот смартфона достаточно. Мгм. Когда вот мы тоже проговаривали, да, насчет камеры, экшен, да, вот Нелли, она говорила, что зачем экшен камеры, лучше уж телефона. То есть вы придерживаетесь одного принципа, да, ну, сперва не надо слишком Да, ну затрачиваться. тут, но если вы реально делаете экшен, например, там по горным рекам будете сплав делать и так далее, да, то там, конечно, может быть, есть смысл купить простую дешевую экшн-камеру и ее снимать, да. Но сразу, например, тратиться на GoPro и так далее, то есть это, мне кажется, немного лишнее, то есть, потому что выстрелит или нет. Но для себя, хотя, например, если вы записи делаете для себя, и у вас или у ваших родителей есть лишние деньги, то почему не купить GoPro? Ага. Но так как я уже сказал, блогерство денег не приносит, я не сторонник лишних затрат. Так, пожалуйста. Какие инструменты продвижения есть для блогеров? Ой, ну тут в моем личном конкретном случае я, например, как делаю, да, то есть вот, например, мой стиль работы. Я записываю YouTube ролик, потом этот YouTube ролик включаю в свой пост. Ага. Так, потом ссылку на пост я разбрасываю по социальным сетям и отправляю беспощадно по WhatsApp. Ага. То есть, ну, я практически, ну, как спамер, наверное, в день по 2 раза делаю рассылки различных этих. Но все-таки вот если сделать анализ, в YouTube есть анализ, вот, например, да, аналитика, то там где-то процентов 60 просмотров моего YouTube канала приходит от внешних источников. То есть получается то, что вот я поместил в социальных сетях, поместил в WhatsApp. То есть это дает, ну, как бы возможность людям узнать, что я опубликовал, и они смотрят. Ага. То есть вот, ну, такое продвижение. Но что касается SMM, там, покупки, просмотров и так далее, я, ну, как сказать, это же на самом деле, вот раньше, когда был Инстаграм, у меня знакомые работали профессионально, то есть они заключали контракты, им платили деньги за рекламу, да, и вот они выбирали таргетинг. То есть в Инстаграм можно было заказывать, где показывать, да, то есть регион, потом возрастное, потом интересы. То есть и вот и можно было четко, вот, например, там же в ленте новостей, чтобы вот ваша новость появлялась именно у тех людей, которые реально могут заинтересоваться вашей информацией. Но можно так делать. Но это требует денег. Ага. Как я уже сказал, я сторонник того, чтобы если тебе денег не платят, и ты тоже, чтобы по минимуму платил. Ага. Так, пожалуйста, еще вопрос. У нас осталось менее 10 минут. Да, ага. Еще есть вопросы, ребята? Ну, если нет вопросов, то поблагодарим нашего спикера Николая Андреевича
за содержательную беседу, за окончательные ответы на наши вопросы, да? Ответы все получили, да? Ага. Поняли? Лиза Ага. записала насчет книги? Угу. Хорошо. Так. Ага. Ага. Вот, ну, в завершение тогда от меня пару слов, вот я скажу, да. То есть, на самом деле, к сожалению, о нашей республике, вот, о нашем народе, о наших условиях жизни, вот, мало кто знает в мире. Поэтому надо публиковать много. И самое главное, суметь найти вот какой-то интересный взгляд на вещи. Он должен быть абсолютно незамыленный, потому что мы здесь привыкли, что у нас холодно, что у нас летом жарко, что у нас вот комаров много. Помните, вот девушка сфотографировалась с заиндевевшими ресницами. Ага. Потом вот одна девушка сфотографировалась с комарами на все лицо. То есть вот это, вот, которые получили всемирную известность. Потом вот знакомый тоже блогер из дневников Якутру, он сделал такую фотографию, тоже вот всемирно известная фотография. Он вот яблоки, ранетки, которые у нас растут в Якутске, он их поместил в спичечную коробку и сфотографировал. Понимаете? Вот получилось, смотришь, вроде это ящик яблок. Ага. А на самом деле, оказывается, это ранетки в спичечной коробке. То есть это вообще там такая тоже, это его публиковали в крупнейших мировых журналах. Ага. То есть вот есть поле для творчества. И потом интернет, он, как я уже говорил, да, но с положительной точки зрения, он не имеет границ. И вы можете, например, жить где угодно. Вот. Но главное, если вы творите, и ваше творчество интересно, вас будут смотреть по всему миру. Понимаете? Границ нет. Сейчас вот интернет, он стер границы. И, как я уже сказал, раньше надо было знать иностранные языки, да? Но сейчас вот машинный перевод, искусственный интеллект привели к тому, что вот можно публиковать на одном из языков, и его будут автоматически переводить на все остальные. Понимаете? Ага. Поэтому вот вам, молодежи, вам надо жить вот в это время вот искусственного интеллекта, 4-й промышленной революции и так далее, когда люди, раньше исчезла потребность в квалифицированных рабочих на заводах. Сейчас полностью безлюдные заводы. Сейчас исчезла потребность в клерках офисных, понимаете, бухгалтерах, там, юристах мелких и так далее. Вот, но возникла потребность в творцах, в креаторах, вот, которые могли бы создавать интересный контент. Вот поэтому блогерством надо заниматься. Но нельзя думать, что вы сразу заработаете деньги. Надо все-таки идти к этому, чтобы это было не разовое, а чтобы это был такой стабильный, постоянный какой-то доход и так далее. Вот поэтому в завершение желаю вам успеха. Вот через Владислава Витальевича будем связываться. Если вот вы откроете какие-то каналы, там так далее, вы мне информацию отправьте, я смогу опубликовать о вас у себя в блоге и прорекламировать вас на республику. Почему нельзя? Вот, Владислав Витальевич, вот это, давайте мы обязательно до конца мая подготовим публикацию. Ага. Вот, а сегодняшнюю нашу встречу Владислав Витальевич записал. Да, записываем. Вот, и я ее помещу в YouTube, да, и сделаю пост, что мы с вами встретились. Да, спасибо за внимание. Спасибо, Николай Андреевич. Ага. Да, до свидания. Пока, до свидания.